Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сабарайкина, я психолог, руководитель школы родителей созидания благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов «Харусхал Милосердие». Сегодня мы поговорим про стили воспитания. Про стиль воспитания особенных детей. Я условно стили все, которые мы знаем по педагогике, разделяю на 4 группы. Если математически разложим, у нас будет такой график. Смотрите, есть стрелка в эту сторону, стрелка в эту сторону. Это стрелки, показывающие знак плюс. Обратная сторона – это со знаком минус. Когда мы воспитываем детей, мы все родители воспитываем их, сами родители, в 2 чувствах. Это наши родительские чувства. Мы наших детей любим. И второе чувство, на которое мы воспитываем как родители, наших именно чувства, это доверие. Если по-простому говоря, я своего ребенка люблю, я ему доверяю. Доверяю, еще я в скобках тут добавляю, даю свободу. Теперь посмотрим. У нас есть, оказывается, еще и противоположная сторона этих чувств. К противоположным является, к слову, любовь. Это не любовь. В родительских чувствах нет понятия ненависть или отрицание и так далее. У нас есть или я люблю своего ребенка, или я его не люблю. Противоположные к чувству доверия и к свободе – это значит недоверие и запреты. Вот такой у нас график получился. Сейчас посмотрим. Здесь первый тип семьи, здесь второй, здесь третий, здесь 4. Те родители, те семьи, которые относятся к первой категории, они любят ребенка и дают свободу и доверяют ребенку. Вторые любят ребенка, ему не доверяют и очень много запретов. Третьи семьи, они не любят ребенка и не доверяют еще ребенку и очень много запретов. 4, они не любят ребенка и ему дают очень много свободы, они ему доверяют. По нашим разговорам с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, большинство родителей находятся вот здесь. Что это дает? Да? О чем это говорит? О том, что родители очень любят своих детей и не доверяют своему ребенку. И когда мы не доверяем нашему ребенку, соответственно, мы не даем ему быть самостоятельными. За этим всегда стоит, почему у нас появляются запреты при любви, за этим всегда стоит очень много чувства страхов. Самый идеальный вариант из всех 4 и самый лучший вариант для развития самостоятельного, свободного, уверенного в себе человека – это первый тип. Когда ребенка любят, и когда ребенку дают свободу, и когда ребенку доверяют. Для того, чтобы перейти со 2 на 1, нужен большой труд. Поэтому в этом могут вам помочь ваши близкие люди или те специалисты, к которым вы обратитесь. Это психологи.
Не бойтесь обращаться к психологам. С помощью этих специалистов вы можете уже начинать доверять вашим детям. Это очень важно для них. С вами была Татьяна Сабарайкина. До свидания.